Анастасия. Знакомая нам уже пара. Хохоловы Иван и Аэлита. Вот и 8-я пара — это Шубкины Антон и Лидия. Ну вот мы и познакомились с нашими парами, которые не побоялись никаких трудностей, подали заявку на конкурс «Пара года», и в этом году кто-то из них обязательно получит это гордое звание. Итак, председатель жюри, директор музыки, Музея музыки и фольклора народов Якутии, заслуженная артистка Республики Саха-Якутия Аида Петровна Решетникова. Руководитель управления ЗАГС при правительстве Республики Саха-Якутия Родионова Тамара Михайловна. Руководитель хореографической студии «Маленькие ангелы» Петров Василий Петрович. Профессиональный фотограф Михаил Луговой. И победители в номинации «Лучшее фото» конкурса «Пара года-2007» Юшины Михаил и Ксения. Уважаемые гости, я думаю, вам не терпится наконец увидеть, как же будут наши пары сегодня состязаться. Поэтому мы начинаем выступление наших участников в самой красивой номинации «Первый танец». Заявку на эту номинацию подали 4 пары. Это Шубкины Лидия и Антон, Егоровы Изабелла и Владимир Хохоловы Аэлита и Иван, и Кургановы Александра и Роман. Первыми свой танец покажут Изабелла и Владимир Егоровы. So slowly, and time can do so much. All you still more. I need your love. I need your love. God, speak your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. Yeah. Lonely riverside, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me. My love, my darling.
пара, которая покажет нам свой первый танец, будут Аэлита и Иван Хохоловы. Под музыку медленного вальса, средь шумного венского бала. Они встретились тогда вдвоем, мечтая кружиться в танце своем. И превратился тот венский бал в сказочный мир двух сердец. И вечерний якутск тот танец увидел, где сердце начинало звонче биться. Где весь мир был лишь для двоих, где кричала мелодия жизни и счастья. И небо так близко было тогда, и прямо в их руки летела звезда. И все были рады от души, коли они кружились вместе в любви. И тогда сказал Иван своей Аэлите: давай исполним наш первый вальс любви. Ваши аплодисменты, друзья. Все безумно красиво, а пары репетировали буквально всего 2 недели. Я думаю, что мне бы даже 2 лет не хватило бы, чтобы так танцевать. Но мы продолжаем нашу конкурсную программу, и с огромным удовольствием сюда приглашаются Кургановы Александра и Роман.
всем участникам, друзья. Я думаю, что жюри уже может начинать работать, составлять оценки и выявлять лучший танец. Сейчас, друзья, предлагаю вам немного отвлечься от конкурсного напряжения и насладить свой взор выступлением маленьких подружек невесты. Toi, mon amour, mon ami, quand je rêve, c'est de toi, mon amour, mon ami. Quand je chante, c'est pour toi, mon amour, mon ami. Je ne peux vivre sans toi, mon amour, mon ami, et je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas connu d'autre garçon que toi. Si j'en ai connu, je ne m'en souviens pas. À quoi bon chercher, faire des comparaisons? J'ai un cœur qui sait quand il a raison. Et puisqu'il a pris ton nom. И первый конкурс мы увидим через несколько минут. Он будет называться «Визитная карточка». А второй конкурс — это прогулки по городу, который состоялся 5 ноября. Его результаты уже известны, и чуть позже вы о них узнаете. Ну и третий конкурс — это сюрприз. Само название говорит само за себя. Ни участники, ни я, мы не знаем, что же из этого конкурса получится. Итак, мы начинаем конкурс «Домашнее задание. Визитная карточка». Самое главное в этом конкурсе – раскрыть свою пару. К этому конкурсу участники готовились 2 недели, поэтому мы надеемся, что нас сейчас всех ждет очень интересное действие. Да, мы очень надеемся, мы по жеребьевке первыми показывают свое домашнее задание. Шубкины, Лидия и Антон. Однажды в один жаркий июльский день она ехала в автобусе. А в это время она самотно стояла. Изможденный жарой он готов был сесть на любую парковку. А тут к этой остановке подошел тот самый автобус. И он ушел в него, и более случая оказался рядом с ней. А когда автобус резко тронулся, по нему стоять на ногах, она попала в него в камеру. Ну и я думаю, такую же эстафету отличного выступления подхватывает следующая пара. Это Кохоловы Аэлита и Иван. Мы с Аэлитой хотим представить вам небольшую историю из нашей жизни, фотографиях. Мы познакомились в 2006 году, это был день рождения Аэлиты. В этот день я влюбился и люблю до сих пор. Вот, свадьба наша прошла 17 ноября 2007 года. 2 семерки, я думаю, это очень счастливое число для нас.
и оно будет сопровождать нас всю жизнь. Даже вот сегодня, когда был общий танец, мы шли под номером 7, поздравьте нас. Вот. И все это время я очень сильно ухаживал за своей будущей супругой, и в конце концов сделал предложение, от которого она не смогла отказаться. Вот. И 17 ноября 2007 года, благодаря нашим родителям, у нас прошла замечательная свадьба, на которой были только самые близкие и наши друзья, в общем. Вот. Анита, теперь ты расскажи что-нибудь про Ивана. Друзья, следующая пара, которую мы приглашаем, это Матвеевы Ирина и Данила. Визитная карточка. Дорогие гости, участники сегодняшнего прекрасного вечера. И мы семья Матвеевых. Меня зовут Данил и мою супругу Ирина. Добрый вечер. Мы искренне рады делиться с вами радостью. Наша свадьба состоялась 5 сентября 2008 года. Незабываемая встреча была прошлой осенью на Шанкар с друзьями. После знакомства мы были в восторге друг от друга и, обменявшись номерами телефона, которым продолжили знакомство. За 2 дня моя жизнь стала похожа на сказку. Данил оказался молодым человеком моей мечты. Предложение я сделал в нашем замечательном старом городе с букетом цветов и с колечком. Ира смущенно сказала «да». К проведению свадьбы мы отнеслись очень ответственно. С помощью наших уважаемых родителей все прошло по национальным традициям и обычаям. После свадьбы нам посчастливилось принять участие в параде новобрачных и открытии ключа верной верности в день рождения нашего родного города. На ближайшее будущее мы планируем много-много детишек и всего будет. И сегодня дата у нас 2 месяца, мы муж и жена. И наши пожелания, пусть наша республика наполнится любовью, теплом и семейным счастьем. Спасибо. Спасибо огромное. Матвей, я думаю, что пожелания семьи Матвеевых, конечно же, сбудутся, и наша республика будет и богата, и счастлива, и здорова. И мы тоже будем богаты, счастливы и здоровы. Егова, если вы готовы, то мы приглашаем вас показать вашу визитную карточку. Давным-давно, не так уж и давно, в нашем городе родился чудный малыш. Назвали его Иваном. 3 года спустя в том же городе, в том же роддоме родилась Марина. Егор был прелестным ребенком. Как мог, старался слушаться родителей и не попадать в истории. Но ему это редко удавалось. Марина в целом была девочкой прилежной, старалась играться с мальчишками и по возможности слушаться маму. А так Егор вырос приличным человеком. Стал носить костюмы и в этот период жизни встретил Марину. Марина была девушкой модной, но с характером. В первый же вечер забрала у него машину и мобильный телефон. Егор тоже был с характером. И вскоре у них появились дети. Марина превратилась в хорошую маму и заботливую жену. А недавно папа Егор повстречался с детьми, и они решили, что им нужен 3-й ребенок. И они решили, что нужно где-то срочно его достать. Мама Марина обещала достать 3-го ребенка к папиному дню рождения. Продолжение следует. Ваши аплодисменты, друзья, Кобякова Марина и Егор. Очень познавательная история в картинках и фотографиях. Сын был Анастасия и Руслан. Ваши аплодисменты, друзья.
решила? Вроде все прекрасно было. Я им всяко улыбалась, глазки строила, старалась, а они мрачнее тучи. Может, в них изжогы мучают? Надо дать жюри визит. Вдруг добрее станут с ним. Может, юбку мне подшить, чтобы ноги обнажить? Контингент жюри не тот. Мини-юбка не спасет. Может быть, не та помада, или духи другие надо? Хватит, солнышко, внутри. Надо тактику сменить. Ты должна жюри талантом, необычным удивить. Может, мне для них сплясать? Нет, не стоит рисковать. По секрету вам скажу, я еще стихи пишу, их прочесть вам буду рада. Нет, пожалуйста, не надо. Ну-ка, встань-ка. Как? Куда? В чемодане что? Еда и одежда кое-какая. Дай ко мне его сюда. Ты смотри, какое диво. Ой, солнце, как красиво. Где ты вещи покупала? Я их сшила и связала. Все носки и рукавицы без труда вяжу на спицах. Телевизор я гляжу и попутно их вяжу. Эту кофту я вязала 10 серий сериала. Слезами обрела, Джулианой назвала. А вот это платье сшила я для свадьбы. Пока шила это платье, вдвое толще стало свадьбы. Вот печенье объедение, сладкоежкам наслаждение. У того, кто съест печенье, станет лучше настроение. Вот домашнее вино, очень крепкое оно. Сколько градусов в вине, столько баллов ставьте мне. Вот салат, а вот соленье моего изготовления. Дома я ращу цветы, не бывало красоты. Среди них есть самый яркий, цветом утренней зари. Станет он сейчас подарком председателю жюри. 200 лет цветет, расцветает каждый год. Рядом с ним и ваше счастье пышным цветом расцветет. Вместе будете расти. Вместе будете цвести. Да не год, не 2, не 10. 20 раз по 10. Вот какая мастерица. Она в доме пригодится. Да и муж мой удалой, денег носит мне горой, одевает, обувает и любить всю жизнь обещает. Ваши аплодисменты, друзья, вам отлично подняли настроение, даже без печенья. Такая веселая карточка в стихах и с чувством юмора еще все в порядке вроде. Очень приятно. Но у нас следующая визитная карточка. От пары Кургановой Александра и Роман. И мы вновь обращаемся к средствам новых технологий. Пока не будем обращаться. Здравствуйте, уважаемые гости, жюри и участники. Я бы хотела сказать то, что показывать визитную сценку о наших прошлых или наших знакомстве лучше не надо. Поэтому, потому что мы друг друга настолько ненавидели, насколько, наверное, только враги могут ненавидеть. А как говорится, от ненависти до любви только один шаг. Так что поэтому... Давайте не будем о грустном, а посмотрим наш видеоклип, который я сделал сам, а музыку написал, конкретный трек, это рэп, он написал мой лучший друг. Он музыкант, и он занимается профессионально этим. Сегодня свадьба, остались семьей, за нас будут рады друзья.
участникам домашнего задания пара Егоровы. Изабелла и Владимир. Добрый вечер, уважаемые гости, добрый вечер, уважаемый жюри, добрый вечер, уважаемые, так скажем, коллеги. Всем привет! Меня зовут Владимир, моя жена Изабелла. Познакомились мы 2 года назад на свадьбе друзей. Мои подруги. Вот, через 2 года я учился, потом приехал, мы поженились. Вот вчера, точнее утром сегодня, вот, моя жена приехала с Красноярска, то есть она там участвовала в форуме, то есть и мы, извините, пожалуйста, не успели подготовить визитную карточку. Ну что вы делаете, так получилось, но желаем всем участникам удачи, всем удачи. И, конечно же, самое главное, взаимопонимание, любви, и друг друга никогда не обманывайте и не предавайте. И, конечно же, здоровых, красивых детей. Всем большое спасибо за внимание. Егорова, Изабелла и Владимир. Я думаю, ничего страшного, что ребята не подготовили визитную карточку, это не отразится на оценках, по крайней мере, я надеюсь. На мой взгляд, домашнее задание все пары выполнены отлично, и жюри выставляет баллы. А мы, друзья, предлагаем вам ознакомиться с результатами второго конкурса. Это прогулки по городу. Центрально мы дали первое задание. Ага. Вот оно было. Первое задание – это анаграмма. Из этого задания не должны были догадаться, что им нужно ехать в салон Керге, вернее, бежать. Наш генеральный партнер – ювелирный салон Керге. Там тоже они получали задания. Так, в каждой точке не получали, да? Да. Ага. А задания не получили, количество, нет, не давали там? Так, вот они, да, вот сами такие моменты интересные. Кто смеется, тот узнал себя. Все это нужно делать было быстро. Быстро догадаться. Точка номер 3 – это полярная звезда, да? Гостиница «Полярная звезда», фотоцентр «Юпитер». Там очень сложное задание было. Был зашифрован номер телефона буквенно-цифровым кодом. Ну, то есть буква А, например, цифра 1. Вот, и позвонив по телефону, они должны были догадаться, что их ждет машина с кольцами на точке номер 4. Точка номер 4 – машина с кольцами. На самом деле, Площадь Ленина. смотря видео, немножко непонятно, что все-таки делают пары у нас, но по точке у нас машина с кольцами 4. Точек было всего сколько? И вот эта 4-я, еще 5-я, это последняя точка, это, который, вот они побежали в ту сторону. Это дворец бракосочетания, конечно же. И все замерзшие. Да, в этот день, кстати, похолодало. Вот именно в этот день. Очень плохо. Но им было всем жарко. Когда они побегали, они были все такие потные, вспотевшие. И говорили, что мы точно не замерзли. Вот этот пазл, который они собрали в итоге. Пишите вас давно. Ждут в ЗАГСе, да. Ну вот он, этот долгожданный финиш. Так, ну а мы продолжаем оглашать итоги. Следующая пара с результатом 40 минут преодолели дистанцию Софья Дьярова, Анастасия и Марат. Тоже хлопаем, друзья. 32 минуты понадобилось для преодоления препятствий пары Матвеевой Ирины и Данила Матвеевой. Третьим результатом в 27 минут добежали Анастасия и Руслан Сырбов. Всего лишь 22 минуты понадобились Хохлову, Айлиде и Ивану. И лучшее время. Супер быстрая пара. Да, 20 минут всего лишь понадобилось Марине и Егору Кобякову. Друзья, на самом деле было очень сложно. По экрану видно, что очень сложное задание, очень холодно. Я думаю, все пары, безусловно, молодцы, несмотря на время. Гасан, вы уже заметили вначале, что у наших участниц очень красивые платья. И прически тоже, да? Безусловно, прически. Да, как вам моя прическа? Ты знаешь ничего. Очень хорошая на самом деле, классная. Вот не то, что у меня, да. Всего лишь ничего, да? А ты не хочешь спросить, в каком салоне мне ее сделали? Конечно, хочу. А ладно, в каком салоне тебе ее делали? Мы делали ее в салоне Сардана, делал ее самый юный стилист Николай Исаак. Замечательная прическа, на самом деле, Дима замечательный стилист, да? Я тебя познакомлю обязательно, но сейчас для всех наших гостей и участников незабываемое зрелище. Школа модели Николая Исаака представляет.
макеты с определенным набором предметов. Да, из этих предметов нужно будет, друзья, сшить чепчики буквально за 5 минут. Чепчики должны налезть на голову вашего мужа. Просим сюда, кого уже нарядили. Включается музыка. Громче. Первый чепчик от Шумкиных, Лидии и Антона. Жена стала мамой у нас. А второй не менее чудесный чепчик от Кругловых, Аэлиты и Ивана. Совершенно грибника, походу. Следующий чепчик демонстрирует нам Данил Матвеев. Интересно, для чего вот это вот выставка доходит? Вентиляция, наверное. Понятно. А следующий чепчик нам демонстрирует Кобяков Егор. Замечательный чепчик демонстрирует Руслан Циркул. Отлично. На телегузика похож? Так, следующий чепчик от Марата Сайфедьярова. Уважаемые друзья, с детства. А следующий чепчик от Романа Курганова. Вот, ну и финальный, да? Финальный чепчик у Владимира Егорова. Что он плачет? У него уже хороший чепчик. Это афроамериканские косички, по-моему, да? Ну вот, друзья, я думаю, жюри уже приступило, оценило. Ну давай в финале совместно выход, пускай они вместе вот такие. Давайте. 8 чепчиков. Итак, встречайте бригада чепчиков. Отлично, отлично смотрится. Я предлагаю парням так всегда ходить, на работу так ходить. Особенно зимой, да? Да, ну что, друзья, громкие аплодисменты. Да, наши участники могут возвращаться к своим шоу. Ну что, друзья, я хочу сказать, что конкурсные выступления участников завершены. Жюри, вам нужно сейчас удалиться на совещание, сделать непростой, на мой взгляд, выбор, потому что все пары замечательные, талантливые. И я бы каждой дал титул пара года, но надо выбрать, к сожалению, одно. Ну, а пока жюри совещается, друзья, для вас небольшой концерт. Итак, друзья, Аиса Петровна Решетникова мы просим остаться, потому что сейчас мы приглашаем заслуженную артистку Республики Саха-Якутия, лауреата международного конкурса оперных певцов в Италии Анну Дичковскую со своей дочерью Татьяной Савиновой. У рояля Аиса Решетникова.
хочу пригласить сюда девушек, которые будут показ вечерних платьев от салона свадебной и вечерней моды Виктории Французовой. Французской! Французской! Я тут неправильно написано просто. Бывает. от красоты, от небес, от элегантности наших молодых людей, от замечательной поддержки зрителей, от их готовности вообще запечатлеть еще раз себя в этом прекрасном образе. И молодцы, что согласились принять участие, потому что такие платья один раз пробуливать, это, знаете, как-то слишком, да? А вот надо еще раз и еще раз. И что такой замечательный праздник устроило нам управление ЗАГС нашей республики. Это большое, конечно, событие зрелищное, для вас очень, ну, такое испытательное, для нас очень интересное. Я думаю, что сегодня, когда все это выйдет на экран, вы еще раз посмотрите на себя, вспомните все свои волнения, вспомните все свои достижения и, конечно же, порадуетесь за то, что действительно у вас в памяти, у вас в жизни появилось вот такое замечательное событие. Я думаю, что я просто, может быть, время для того, чтобы подготовили вот эти вот наши дипломы. Удивительно, конечно, вот, молодцы. Вот визитка – это самый такой интересный конкурс. И, конечно же, есть у всех, может быть, какой-то опыт в КВН участия. И, в общем-то, наверное, и вы будете теперь советчиками другим, как это подготовить. Вот, и, конечно же, очень многие пошли по такому пути общему. Вот все свои фотографии, то, что готовили к свадьбе ваши родители, ваши друзья, то, что готовили к свадьбе, они вынесли также еще и на суд, так сказать, жюри. И вот так поступили, вы помните, кто. И одни это сопроводили просто своим комментарием, другие очень интересно соединили это с рэпом своего друга. Своих друзей. Очень интересный был, конечно же, рэп. Он очень профессионально был сделан у Курганова. Александр Романов очень талантливый друг, который действительно еще покажет себя на республиканском уровне. Вот. Мы думаем, что у него большое будущее в этом конкурсе принимать участие. Вот. И я думаю, что все вы согласитесь с тем, что Шубкины, Лидия и Антон, которые первыми предстали у нас сегодня и изобразили вот свое знакомство в автобусе. И как же тут все вот эти подсознательные моменты, когда он подхватил падающую девушку, у него забилось сердце, они закружились в вальсе. Потом оказалось, что они вообще, оказывается, просто держатся за поручни автобуса. И это был целый мини-спектакль. И, между прочим, очень хорошо танцует, конечно же, Антон. Он себя показал. Жалко, что вы не участвовали в том конкурсе, но в этом конкурсе действительно очень интересная пантомима была. Очень изобретательные, молодцы. И, конечно же, очень хороший номер был Ширко, Анастасии и Руслана. Это был тоже мини-спектакль. Помните? Он читал стихи. Она
такая длинная песня-то у нее была, и она так красиво под фонограмму, очень выразительная, очень трогательная, просто замечательная солистка. Ее можно было снимать отдельным клипом, и вообще, наверное, это уже сделано у вас в семейном вашем архиве. И я думаю, что вы просто великолепно выступили. Конечно же, выступали хорошо все, но вот в этой номинации «Визитка» нас, конечно же, порадовали с чемоданом, да, Дьяровы, Анастасия и Марат. Что удивительно в этой паре? Они так пропиарили невесту. Это все, что вынималось из этого чемодана, будь то рукоделие, или салаты с заготовками осенними тут же все были, или вино даже какое-то там домашнее вышло. Это вообще было замечательно сделано и потому, что все было еще и с стихами собственного сочинения. Поздравим вот эту вот замечательную талантливую с таким номером визитки. Теперь, что же касается сюрпризов, я думаю, что пара, которая только что я говорила, так пропиарила невесту, что она умеет решить и все, у них действительно был самый сложный чепчик. Вы не заметили, да? Я так следила за ними, хотя первыми были наши дорогие, вот Егор Изабелла Владимир, он давно уже прямо вот с этим боком сидел и долго ждал, пока все остальные будут с чепчиками готовы. А вы прямо первыми. Так интересно готовили этот чепчик. Все фасоны я нарисовала. И вот, я думаю, что араб такой красивый, Курганов Александр, это просто великолепный был чепчик, и он прекрасно танцевал, между прочим. Такая красавица невеста рядом вокала под песню, под прекрасный вальс из фильма «Мой ласковый и нежный». Теперь это было сольное выступление практически, но потом она совершенно справедливо, вот финал такой, когда он ее вознес на руках, и вот полила она на его руках, и это было так трогательно и замечательно. Я думаю, что с чепчиками очень красивый чепчик был у Сырмо Руслана, такой аккуратный, очень такой оригинальный. Но бантики на чепчике Владимира Егорова, много бантиков, они были так трогательные. И вообще девушки все, которые готовили этот конкурс с чепчиками, они, конечно же, были очень изобретательны и много юмора проявили в этом конкурсе. Так что сюрприз оказался сюрпризом. Молодцы устроители конкурса. Итак, что мне надо? Да. Слово предоставляется начальнику управления ЗАГС при правительстве Республики Саха-Якутия Тамаре Михайловне Родионовой. Дорогие друзья, наше управление ЗАГС это мероприятие проводит в рамках года семьи. Семья это, конечно, очень прекрасно. И вот завершающий уходящий год наш президент Российской Федерации, как вы знаете, недавно в своем послании, вообще послании президента России впервые прозвучали такие слова, как любовь, верность, вообще семейные традиции, забота о младшем, забота о старшем. И я так думаю, что мы какую-то частицу, может быть, совсем маленькую частицу вносим в укрепление семейных традиций нашей республики. Чем крепче семья, тем лучше наша республика, наше общество. Вы сами прекрасно знаете. Но я вышла для того, чтобы сообщить результаты первого танца. Значит, все танцы были вообще великолепны. Такое впечатление, как будто танцевали все профессионалы. Вот 4 пары танцевали, мне показалось, что действительно профессионал танцует, и было очень-очень сложно оценивать этот номер. Но тем не менее, конечно, мы ужились, посоветовались, и знаки баллы ставили здесь, да. Самый лучший танец – диплом. Дипломом награждается Кохолова Аэлита и Иван, победитель. Нашего
Ваши аплодисменты, друзья. Победитель номинации «Первый танец» Коколова Ирина и Иван. Ну а мы переходим к следующей номинации. Прежде чем ее вручат, скажу, что членам жюри было нелегко выбрать из 17 работ фотоконкурса одну лучшую работу. Сейчас вы узнаете имена по 5 пар, чьи свадебные фотографии прошли финал конкурса. 5 фотографий, которые прошли финал. Музыку, пожалуйста. Финал прошли фотографии Егорова Изабеллы и Владимира, фотограф Надежда Кулин, Кобяковых Марины и Егора, фотограф Владимир Филиппов. Фотографии Матвеев, Ирина и Данил, фотограф Николай Барашев. Ярова и Анастасия Марат тоже прошли пятерку лучших, фотограф Валерий Баев. Ну и замыкает пятерку 5 лучших фоторабот Коколовы Аэлита и Иван, фотограф Ариан Васильев. Так, ну вот это вот фотографии Егоровых. Там сейчас вынесли? Да, и вот мы видим последнюю, 5-ю работу. Итак, вот они, 5 лучших фоторабот перед вами, друзья. Аплодисменты! Для вручения приза в номинации «Лучшее фото» мы приглашаем, конечно же, фотографа Михаила Лукового. Михаил, пожалуйста. Миша, не стесняйтесь, встаньте вот среди прекрасных дам. Так классно сделали здесь фотографии, как много. Ну, награждается дипломом Кобякова и Марина Егорова. Лучшее фото! Кобякова Марина Егорова! И сейчас, внимание, на экран мы сделали опять-таки небольшой ролик. I can't do my homework and I can't see straight. I meet him every morning about 8:30. I'm acting like a lovesick fool. You even got me carrying his books to school. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. You mix me up. Пара Егоровы, Изабелла и Владимир.
видеооператор Иван. Пара Курганов Александр и Роман, видеооператор Александр Маликов. Сырбу Анастасия и Руслан, тоже очень хорошая видеоработа. Изготовило ее агентство New Era. Также в финал прошло видео около Аэлиты и Ивана, видеооператор Элей Иванов. Ну и пятая работа, это работа Шубкиных, Лидии и Антона, видеооператор Александр Маликов. Как вы, наверное, заметили, у нас из 5 участников встречаются 2 фамилии видеооператоров: Элей Иванов дважды и Александр Маликов тоже дважды. Видимо, хорошие операторы встречаются дважды. Вот, друзья, я надеюсь, мы скоро увидим творение их работ. Ну а для вручения номинации «Лучшее видео» мы приглашаем директора ООО «Макс Трейд» Генерова Георгия Артуровича. Георгий Артурович, пожалуйста, сюда. Вручайте вам достойную, считаю, номинацию «Лучшее видео». Надо было сделать номинацию «Лучший проект». Награждается Егорова Изабелла и Владимир. Вот что мы действительно, друзья. Победители номинации «Лучшее видео». Пара Егорова, Изабелла и Владимир. Обучайте, да, не стесняйтесь, берите. Итак, альбому «Макс Трейд» вот такой замечательный подарок. Если не ошибаюсь, это фотопринтер. Конечно же, памятный диплом и цветы буду на память. Дайте рядом, Георгий Артурович, рядом с молодыми. Ну а сейчас я хочу слово предоставить председателю комитета по делам семьи и детства при президенте Республики Саха-Якутия Алексею Егоровичу Сергучеву. Вы знаете, что 2008 год семьи в Российской Федерации. Как раз вот этот год у нас заканчивается. И вот последние в этом году мероприятия, вот как видите, у нас проводятся в нашей республике, управление ЗАГС при правительстве Республики Саха-Якутия. Сегодня вот проводит такой замечательный конкурс. Во-первых, я благодарю вас за тот прекрасный вечер, который вы нам подарили. Вы все такие красивые, молодые. Я вот сидя за столом все время вспоминал свои лет, 18, 20, 25 лет. Ну, когда я был вот тоже таким уже молодым, и вспоминал все те годы. Ну, самое прекрасное, конечно, это первые годы совместной семейной жизни. А сегодня вот лично вот состав нашего комитета, который мы сегодня здесь приглашены, присутствовали, мы хотим вот дать свою награду, которую мы сегодня принесли, вручить именно Марату и Анастасии, которые сегодня показали свой очарование. Нет смысла Марату и Анастасии. Спасибо большое, Алексей Егорович, за теплые слова. Так, и всем участникам у нас сегодня есть такие тоже подарки. Я вот чуть-чуть вот отсыру, вот это социальная поддержка семьи и детей Республики Саха-Якутия. Это очень нужная книга. Это уже начинается, да, вот с того момента, когда еще вот у вас не только родился ребенок, да, а с того момента, что у вас еще ожидание того чуда, ребенка с этого дня начинается, вот то прекрасная пора семейной жизни, и вот это нужно будет всю жизнь. Сохраняйте эту книгу, держите с собой, где что положено. Вот в семье в Республике Саха-Якутия все здесь написано, это справочник. И наши вот небольшие подарки всем вам, дорогие наши молодожены, участники сегодняшнего. Счастья вам, добра и прекрасной семейной жизни. Спасибо. Спасибо, Алексей Егорович, огромное. Я всегда прихожу подпитываться положительной энергией, потому что энергия совершенно потрясающая в этом здании, от этих очень красивых пар. Ну, вообще, на самом деле, я не ожидала, что мне дадут слово, но, опять же, такой маленький секрет хочу сказать. Вполне возможно, у нас традиционно февральская обложка, она запечатлевает влюбленную пару. И вот сегодня мы пришли с фотографом Алексеем Павловым,
и вполне возможно, одна из пар, которая сегодня участвовала в этом замечательном конкурсе, украсит февральскую обложку журфикса. Какая именно, об этом будет известно позже. Я созвонюсь с организаторами и узнаю телефон. И не удивляйтесь, если в один прекрасный день вам позвонят и скажут: хотите проснуться знаменитыми? Вот. Это значит, вы появитесь на обложке журфикса. Всего вам доброго и замечательного. Я очень желаю вам быть всегда такими же красивыми, такими же влюбленными, такими же счастливыми, какие вы сегодня. Вы молодцы. Спасибо. Спасибо огромное, Яна. Ну, как подарок, новый номер журнала «Журфикс» всем парам, которые участвуют сегодня в конкурсе. Возможно, в февральском номере будет кто-то из вас. Они же не знали просто, потому что они будут лучше позировать сейчас фотографу. Вот, друзья, ну мы переходим к награждению спецпризов. И в первую очередь я хочу предоставить слово директору фотоцентра «Юпитер» Владимиру Ильичу Филиппову для вручения приза от магазина фотоцентра «Юпитер». Итак, центр «Юпитер» награждает Читу Матвееву, Ирину и Данила. Специальный приз от фотоцентра «Юпитер» Чите Матвеевой. Аплодисменты, друзья. Приз очень хороший. Откройте, посмотрите. Для вручения специального приза мы приглашаем Николая Исаак, салон Сардана, самого военного стилиста республики. Конечно же, хочется поздравить всех пар, которые собрались сегодня здесь, потому что это, конечно, большой подвиг участвовать в таком конкурсе. Конечно же, в этом замечательном красивом зале. И хочу объявить пару, которая выигрывает спецприз. Это комплексное обслуживание невесты. У меня лично, в моем салоне. И также по уходу за волосами комплект ухода. Итак, награждается Анастасия Руслан. Анастасия Руслан Цирку. Да. Вас будет лично обслуживать Николай Исаак. У нас продолжается сыпаться спецпризы от наших друзей. И следующий приз предоставлен гостиницей «Полярная звезда». Директор гостиницы была здесь с нами, Ольга Юрьевна, но, к сожалению, вот совсем недавно ушла по неотложным делам, но оставила приятную миссию, и мы с радостью объявляем пару, которая получает приз от гостиницы «Полярная звезда». И пара эта, которая получает приз от гостиницы «Полярная звезда», это Шубкина Лидия и Антон. Счастливы. Специальный приз от свадебного бутика «Эксклюзив» вручает директор. Виктория Валерьевна Стародубцева. С огромным удовольствием сюда на сцену для вручения приза. Уважаемые невесты, уважаемые женихи, уже, так сказать, состоявшиеся мужья и жены, я желаю вам, чтобы вы были такими же красивыми, такими же счастливыми на протяжении своих долгих лет, чтобы вы не забывали о том, что здесь вас так приветствуют, все восхищались вами, и поэтому вот это вот тепло, вот эту вот радость несите в себе всю свою жизнь. Вот. Я поздравляю вас, вы на самом деле все очаровательные, девушки в особенности. Мы ждем вас в наших свадебных салонах. И я поздравляю сейчас невест Александру и Романа Кургановых. Это небольшая заминка, но тем не менее хочу сказать, что вы потрясающая пара. Вот сразу видно, что женились по любви, оба красивые и счастливые. Я поздравляю вас. Пожалуйста. Уважаемые гости, буквально сегодня из Москвы к нам пришла небольшая посылка. Но это не зависело от организаторов. Это специальный приз от холдинговой компании Water Hunters.
здесь даже приказ это не отправили, учредить специальный приз Butter Hunters «Счастливая молодая семья года» в виде жидкокристаллического телевизора Philips молодой семье Хохоловым, Элите и Ивану. Друзья, ну, для оглашения имени пары года 2008 приглашается представитель генерального спонсора, директор ювелирного салона «Кереге» Мария Ивановна Афанасьева. Разрешите от ювелирного салона «Кереге» поздравить вас с праздником любви и добра. Разрешите вручить специальный приз семье, которая участвовала во всех конкурсах очень активно. Специальный приз, именной подарочный сертификат получает семья Хохоловых, Аэлита и Иван. Дипломом награждать победителей животного конкурса молодоженов «Пара года 2008», посвященного году семьи, семья Сайфеддияровых Анастасия и Марат. Золотой зажим и золотые сережки для невесты, а также семейный альбом со вставкой из серебра и с такой вот гравировочкой «Пара года 2008». Марат и Анастасия, друзья, громкими аплодисментами поздравим их с этой победой! Но самая главная награда, Анастасия и Марат, это наш традиционный кубок. Итак, кубок «Пара года 2008». Вот аплодисменты зрителям вручается Марату и Анастасии. Вот сейчас вы точно похожи на победителей. Уважаемые участники, Комитет по делам семьи приглашает вас на заключительный вечер года семьи 18 декабря в 18 часов в здании Госцирка. Пригласительные вам будут разосланы дополнительно. Ну а сейчас, друзья, специальный, красивый, свадебный торт, который разрежет «Пара года 2008» и угостит всех участников нашего конкурса. Дорогие участники, пожалуйста, не расстраивайтесь, вы все такие молодцы. Я думаю, тут абсолютно не нужно расстраиваться, потому что само участие в конкурсе – это большая победа для каждой пары. Да, конечно, всего лишь сколько браков было заключено, всего 8 пар. Вы самые достойные, самые лучшие в финале нашего ежегодного конкурса «Пара года». Спасибо вам огромное, всем участникам аплодисменты! Look where we are, falling apart, and nothing seems to mend. This state of you, this state of me. Who do you think you're fooling now? I guess we'll never find it out. Who do you think you're fooling now?
If only you could see that I'm burning. If only you would know how I'm hurting over you. If only you. You know me better. Would listen better. Would see me better. Would hear